что сам автор приезжал в Казань и оставил автограф. Свой автограф на книге, изданной в Казани, оставил известный итальянский писатель Джанни Родари. К своему созданию ТАТ-книгоиздат уже обладал богатым наследием. В Казани печатались 3/4 всей татарской литературы страны. Наши мастера разработали свыше 30 новых шрифтов для полиграфии, осваивались и редкие сложные технологии. Сохранились книги, очень интересная книга, в полиграфическом исполнении такое искусство, оно в сегодняшнем день может даже не все типографии сделать. Это называется тиснением. Это 40-й год. С годами качество печати росло. Одни станки сменяли другие. На смену механическим приходили компьютерные устройства. К классическим бумажным добавились аудиокниги. Так в прошлом году записали около 200 часов. В этом году данная цифра превысит 700 часов аудиокниг на нашем сайте. И что отрадно, мы предоставляем возможность, в том числе и правовую, использование, скачивание и использование этих книг на всех радиостанциях нашей республики. Обо всех современных показателях и достижениях сегодня говорили на конференции в Казани. Подытожили, в этом году было выпущено более 400 тысяч экземпляров книг. Это научная, художественная, детская литература на русском и татарском языках. В 100 лет наше книгоиздание татарстанское сделало большой шаг в своем развитии. Это очевидно не только по объему, но и по количеству проведенных встреч, мероприятий с писателями, с читателями, с тиражированием. Сейчас Татарстан один из крупных центров книгопечатания страны. В республике работают более 200 издательств. Всем сотрудникам сегодня поздравления, а для лучших – концерт и госнаграды. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.